эфире передача «Вместе через беду» 20 лет спустя. И вот 20 лет спустя в этой небольшой студии мы встретились с осетинским добровольцем Тамерланом Томаевым. Добрый день. Добрый день. Тамерлан, я еще с войны вас знаю очень хорошо. Я помню, что вы приехали вместе со своим родственником, да, Шуриным. Славиком Сараховым. Да. Славиком Сараховым. Он родом из Абхазии или родители живут на Бзыпе? Мать у него родилась здесь. Мать родилась здесь. Но сейчас, насколько я знаю, вот его родители живут в Абхазии на Бзыпе. Да. Да. И вы всю войну со Славиком прошли вместе. Я это помню хорошо. Вы приехали из Северной Осетии, из города... Алагира. Из города Алагира, значит, приехали. Осетины о грузинском шовинизме, агрессии и до нашей войны знали не понаслышке, не по телевизионным новостям, не по газетам. Речь идет об южных осетинах. Мы знаем, что раньше, чем война в Абхазии, там была уже агрессия. Вот. И поэтому, когда началась война, добровольцы по 2 человека, по 3 человека небольшими группами, да, шли из Южной Осетии, из Северной Осетии. Я помню, приходили и большими группами тоже. Но если я права, скажите мне, что я права. Если не права, скажите, нет, это было не так. Мне кажется, что те, которые приходили небольшими группами, они как раз-таки очень добросовестно воевали, очень добросовестно, очень самоотверженно, очень мужественно. Я с вами полностью согласен. Наверное, те, кто шел, вот именно, как вы говорите, маленькими группами, по несколько человек, те, наверное, знали, на что идут. И шли, знали, почему идут, для кого идут. Просто от души все тогда было. Шли, не знаю, как говорится, братский народ, братское, вот что-то свое показать братское. Наверное, вот так как-то. Вот насколько победа абхазов или Абхазии была важна для всех. Для осетин, для кавказских народов, насколько это имело большое значение? Ну, если бы вот задавили бы маленький народ, значит, можно любой маленький народ задавить. А тут вот это единство, которое Кавказ проявил, Северный Кавказ, по отношению к абхазскому народу, что они не оставили. Но чеченцы, кабардинцы, да, все были. И не оставили, как говорится, один на один с более преимуществом даже в населении. Ну, с сильным противником, конечно, сильно был противник. Тем более, они же после развала Союза все вооружение у них было. А здесь, насколько я знаю, разоружили народ. Даже охотничьи ружья поотбирали. Да. Я это слышал от своих. Да. Голыми руками, да, вот все начиналось с этого. Все начиналось с этого. Вот в вашей истории войны самый тяжелый бой какой он? Ну, у меня, наверное, вот когда на Хабюке были. Вот тоже, там ранило как раз-таки вашего Шурина, да, Славика. И знаете, вот какая-то вот, что ушли оттуда, вот это меня угнетало тогда сильно, что мы отступили оттуда, оставили высоту. Да, но вы помните, тогда, когда это было? Ну, числа и даты уже, честно говоря, не помните. Дневник не ведете, ничего не пишете. Нет. Многие люди все пишут и пишут, и ничего не было, не забывают. Не да? из-за этого же, как-то не из-за, не знаю, воевали. Вы выполнили свой долг. Да. Просто... А дальше пусть пишут историки, да, об этом? Наверное, да. Вот... Во время войны, кстати, было очень много случаев, когда здесь, в Абхазии, несовершеннолетние шли на войну.
Очень много. 15-летние, 16-летние и так далее. Многих остановить было невозможно. То же самое было среди добровольцев. Среди добровольцев тоже были очень молодые, которые практически сбежали с дому, да, родителям ничего не сказали, пришли на войну. Мы особенно дрожали за них, потому что армию не прошли, никакого опыта не было. Сейчас вот мы хотим посмотреть небольшой сюжет, как раз таки с участием осетинских добровольцев, среди которых есть и несовершеннолетний молодой человек, у которого я тогда, вот помню, брала интервью во время войны. Зло никогда скоропалительно не исчезает во времени. Желание наказать его, вне зависимости от пространства и времени, долго живет в людях. Иначе, что бы привело на эту войну этих осетинских парней, с которыми наша съемочная группа встретилась, когда они прощались со своим боевым другом Седаковым Германом. Этого сильного, мужественного бойца, атлета ростом 190 сантиметров, казалось, друзья, не может взять ни одна грузинская пуля. Но, увы, на войне, как на войне. Да, мы приехали как к своим родным братьям и будем защищать до последней капли крови и никогда не забудем. Вот за ушедших наших братьев, за земляков, никогда не простим этого. До последней капли крови будем сражаться за эту землю. Он всегда во всех душой болел. Во всех. Был самый лучший из нас. Ну, про Германа, он нам был всем как брат, родной брат. Как вот сказали, он нам всем указывал правильную дорогу. Никому не говорил лезь под пули, наоборот, он всем говорил, ложитесь, не высовывайтесь. Он переживал за нас. Когда я вот с ним уходил даже куда-нибудь, он говорил, будьте быстрее, осторожно. Душой он переживал за нас. Да, всегда впереди всех он шел, никогда последним не оставался. И в каждом из наших сердц он останется живым. Я никогда не скажу, Герман. Все. Может, представишься, и ты откуда? Я сам с Северной Осетии, Жорик. Грузины это не люди, они звери. Они в Южной Осетии, знаете, что делали? Беременных женщин ловили и между собой спорили. Мальчик или девочка. А потом врезали. И один другому говорил, смотри, говорит, я ж тебе говорил, это твой враг будет. Это не люди. А тебя как зовут? Бурик. Ты из Южной Осетии? Да. Сколько тебе лет? 19. Нас убьют на этой земле. Наши братья младшие будут защищать эту землю все равно. Придут на защиту эту землю. Когда я уезжал с дома, ко мне сын прибежал. Хоть он во 2 класс ходит, он понимает этого. Во 2 класс. Он за мной прибежал, я, говорю, с тобой поеду. Я говорю, иди домой. Зачем? Я говорю, тебя, говорит, убьют, я, говорю, твой автомат возьму. Для меня Грузия – это натуральный фашизм. Лично для меня и для каждого стоящего. Это натуральные фашисты. Я понимаю, что есть там тоже хорошие люди, которые не хотели воевать. Но за них же, вот за негодяев, и хорошие люди страдают. Наверное, там, в Южной Осетии, началась история настоящего развода с Грузией народов, брошенных в ее рабство. Сколько тебе лет? 16. Каким образом? Ты же несовершеннолетний еще. Как ты оказался здесь на фронте? Добровольческий отряд. Ну а командир твой знал, что тебе всего 16 лет? Нет, думал, что 20. Ты его обманул? Да. Кто у тебя есть дома? Отец и брат. Был ранен? Где? В Вишере. Тебе не страшно было, честно скажи? Уже привык. Привык? Да. Ну вот сейчас, в общем-то, все забеспокоились, узнав о твоем возрасте. Ну, в общем, ты, наверное, огорчен. Тебе надо уехать домой. Уеду, обратно приеду. Паспорт возьми все. Какой паспорт? Тебе же еще не положено. Положим, уже через 3 месяца 17 будет. А какую музыку ты любишь? Любую. Любую? Ну, больше. Что ты вообще Больше? сам слушаешь? Сам. Виктор Цой. Виктор Цой, да? А за что ты его больше предпочитаешь?
предпочитаешь другим артистам? У него песни простые, все понимают. Особенно ребята твоего возраста, да? Особенно ребята моего возраста, я все эти песни понимаю. Ты его смерть пережил сильно? Да. Утрата была большая для ребят моего возраста. Если даже и умрем, то умрем как люди. Это слова осетинского добровольца, студента юридического факультета, насколько я знаю, единственного сына своей матери, который сказал мне эти слова прямо накануне своей гибели. Мы его называли ханом, Руслан по прозвищу Хан. Вот так вот мы его знали. Мы даже по фамилии его не знали. Вы знали Руслан? Хана я знал. Что вы о нем можете сказать? Потому что вот сказанные им слова, они сопровождают меня все 20 лет. Если даже умрем, мы умрем как люди. Человек порядочный, который раз такие слова говорит, значит, он знал, на что идет. Что человеческое свое надо показать, наверное. Ну, а вот об обстоятельствах гибели, может, что-то знаете более подробно? Ну, это уже, я как помню, вода его унесла. Это, когда во время... Это уже с Хабюка, когда отступали, уходили. Тогда же дожди пошли, и вода сильная. А он, как, знаете, говорил, я, говорит, воды боюсь. Это еще разговор был, до этого. Плавать человек не умел. Я, говорит, вроде бы в горах вырос, но горный человек, как говорится. А все равно вот так трагически. Но я знаю, что унесла вода, и в течение месяца не могли найти его тело. Потом все-таки его похоронили. Если даже и умрем, умрем как люди, говорит осетинский доброволец по имени Руслан по прозвищу Хан. С его точки зрения, долг каждого истинного кавказца бороться с лишенными моральных оков грузинскими оккупантами. Прозвище это еще из школы, когда историю изучали, татаро-монгольское имя. И там чуть маленький конфуз получился у меня, у доски. Я попутал хана Мамая с Чингисханом. И вот с тех пор и пошло. А так кто я? Такой же человек, как и все, кто поступил в наш университет во Владикавказе, на юридический факультет. 2 года отучился. И потом так обстоятельства сложились, что я один у матери. Она болела часто. Я взял академ, бросил учебу, начал работать. Скажи, вот все-таки ребята стояли перед выбором. Каждый из них, значит, у кого свадьба, у кого учеба, у кого родители больные и так далее. Но они выбрали все-таки Абхазию, выбрали войну. Почему? Почему? Мы же все кавказцы. Я думаю, дальше объяснять не надо. Знаешь, сейчас, в принципе, в мире очень много всяких явлений, таких ультрасовременных, я бы сказала. Правда, может быть, Кавказ этим задет очень слабо. Нам, наверное, это и не нужно, на мой взгляд, конечно. Много всего. Ты знаешь, всякие течения. В общем-то, молодые люди воспринимают мир как-то очень своеобразно, пытаются выразить себя. Я, понимаете, как считаю, все эти течения можно увлекаться чем угодно, можно примыкать к различным течениям. Но самое главное, чтобы у человека, как бы вам сказать, внутри был какой-то стержень. И мы все же на Кавказе воспитаны так, как воспитывали нас наши предки. Это дело каждого увлекаться чем ему угодно. Когда наступает такое время, когда ты должен выбор для себя сделать, что для тебя важнее, то, естественно, чем бы ты ни занимался, чем бы ты ни увлекался, ты должен оказаться там, где на самом деле это сейчас необходимо. Но в человеке должна быть какая-то философия, которая, в общем-то, вселяет в него дух, укрепляет его и так далее. Или религия, или что-нибудь другое. А
Как ты к этому относишься? Ну, я думаю, тут дело не столько в религии. Конечно, каждый, кто идет на войну, он всегда имеет в уме то, что он может погибнуть. Ну, во-первых, если ты знаешь, что пусть даже, не дай Бог, кто-то погибнет, я или мои друзья, не дай Бог, я еще раз говорю, то мы погибнем как люди. Ну, как люди на самом деле. Мы сюда пришли воевать не за деньги. Хотя я знаю, многие так думают. Я на той стороне, что мы наемники. Мы не наемники. Мы добровольцы. Как раньше говорили, интернационалисты. Это хорошее слово вообще-то, интернационалисты. Ну и вот это понимание того, что ты, даже если ты погибнешь за справедливость, оно не дает сильно думать тебе о том, что вот я погибну, вот я погибну. Что для тебя любовь? Может быть, вопрос неожиданный. По-моему, каждый человек должен любить. Без любви трудно. Но для меня что такое любовь? Ну, не знаю. Я, например, не могу сказать, что я кого-то очень люблю сейчас. Ну, любил? Так как я понимаю это слово, нет, не любил. Еще не любил. Есть у тебя или герой, в общем-то, это, как сказать, или писатель, в общем-то, который, может быть, есть стержень твоего движения вперед? Ну, любимый писатель у меня есть. Ремарк. Вернемся обратно в область политики, которая, в общем-то, привела тебя, наверное, сюда. Вот скажи, как ты представляешь себе наше будущее в ближайшее время? Трудно сказать. А каким бы ты хотел его видеть? Каким бы я хотел? Ну, в первую очередь, я не буду брать в масштабе там, мира или в масштабе России. Вот взять, если Кавказ. Больше всего нас, конечно, волнует то, что будет на Кавказе в первую очередь. Я бы хотел, чтобы все наши народы на Кавказе прежде всего вспомнили, как жили наши предки. Никогда же такого не было на Кавказе, чтобы брат с братом воевал. А мы же все братья, если так по большому счету подходить. Но дело в том, видите, что сейчас некоторые об этом забывают. Ты грузин воспринимаешь сейчас как кавказский народ? Я их воспринимаю сейчас как, в первую очередь, как предателей. Во вторую очередь, как фашистов. Самых настоящих фашистов. Ты христианин? Да. Скажи, а вот грузины тоже христиане. Они христиане. Какие же они христиане? Они не христиане. Потому что в Библии, что в Коране разницы нет, что мусульмане, что христиане, они проповедуют ненасилие. Никакой верующий человек, будь он христианин, будь он мусульманин, и в Библии, там, и в Коране записано же, что нельзя этим заниматься. Из осетинских добровольцев, которые погибли в Абхазии, или которые проявили себя наиболее ярко, кого бы вы сегодня вспомнили? Наверное, я все же вот Валеру Малзыгова вспомнил бы. Бедный, конечно, он в этом умер году, недавно. вот недавно умер. Конечно, вот он, знаете, вот когда вот мы же, помните, когда пришли, вы нас тогда и сами же говорите, у Зурика, говорит, это Кутелия, и там Остинский взвод. И вот вы тогда нас отправили туда. И вот мы тогда сдружились, и вот, не знаю, вот самый такой вот, не знаю. От души. Ну, Тамерлан, сегодня у осетинского народа, то и южноосетинского народа, а у абхазского народа есть все шансы для развития. Главное, сегодня у нас есть мир, который должен позволить нам построить полноценное государство, процветающее государство, совершенные демократические общества. Самое главное, чтобы мы смогли реализовать вот эту мечту
Эта мечта, она зародилась еще во время войны. Может быть, она зародилась гораздо раньше, чем даже война. Что вы пожелаете сегодня? И кому вы в особенности хотите адресовать свои поздравления и пожелания накануне Дня Победы? Наверное, в первую очередь я бы хотел поздравить абхазский народ с этой победой. Что ни говори, вот это настрой народа в те годы был геройский, патриотический. И в первую очередь, конечно, хочу поздравить абхазский народ с великой победой. И всех добровольцев, всех конфедератов, кто пришел, протянул руку помощи, всех братьев Северного Кавказа. Хотел бы поздравить. Наверное, всех ветеранов нашей Абхазской войны. Конечно же. А погибших? А кто ушел, светлая конечно, память. вечная им память. Главное, чтобы поколение вот наше молодое, подрастающее, не забывали их. Чтобы они помнили, чтили, берегли все то, что сделали их отцы, деды, братья. Чтобы они это всегда помнили. Спасибо большое. Простые, нужные, золотые слова. Всего. Спасибо.